Доброе утро, дорогие друзья! Знайте, что Аллах Всевышний послал пророков и посланников, указывающих путь истины и милости, поддерживая их поразительными чудесами, которые указывали на правдивость и подтверждение истинности их призыва. Все пророки имели одну единственную веру – ислам, и все призывали к поклонению Всевышнему, Аллаху, одному единственному Создателю, у которого нет соучастника. Подтверждая это, посланник Аллаха сказал: «Вера у всех пророков одна – ислам, но шариат и законы были разные, отличаясь друг от друга в соблюдении ритуалов, как, например, намаз, пост и другое. Например, во время пророка Мусы намаз читали 2 раза в сутки, и при отсутствии воды для совершения омовения было разрешено пропускать этот намаз. Однако в шариате пророка Мухаммада рабам было повелено выполнять 5-кратный намаз, а в случае отсутствия воды разрешено делать таяммум, очищение песком. Пророки ограждены, то есть защищены Аллахом от куфра, неверия, больших и малых подлых грехов, которые унижают их достоинство до и после пророчества. Дорогие телезрители, знайте, что пророки Аллаха – это избранные им люди, и они лучше всех созданных. Все они правдивые, честные, умные и проницательные, и ни один из них не может быть лжецом, легкомысленным, подлым, предателем или глупцом. Также нет среди них тех, которые говорят нецензурные и плохие слова. Аллах Всевышний не спасал пророков с целью передать людям то, что им полезно на этом и на том свете, и для того, чтобы люди брали с них пример, подражая их лучшим качествам. Аллах наделил пророков особыми качествами, отличив их от других созданных, даровав им внешнюю и внутреннюю красоту. Об этом было сказано в хадисе пророка: «Ма ба'ат Аллаху набиян илля хасаналь ваджихи хасанал саут». Воистину, каждый из посланных пророков Аллаха имел красивое лицо и прекрасный голос. Также следует знать о неправильном мнении тех, кто говорил, что человек произошел от обезьяны. Первым человеком и пророком был Адам, мир ему. У него была красивая внешность и приятное лицо. Также нам известно из религии, что Аллах оградил своих пророков от противных болезней, которые отталкивали бы от них людей. Ложная история, которую некоторые распространяют о пророке Аюбе, якобы черви выползали из его тела, есть не что иное, как выдумка. На самом деле, то, что случилось с пророком Аюбом, было так. Аллах испытал его, лишив его детей, здоровья и имущества. Но через время Аллах вылечил его, дав ему много денег и детей. Наш пророк Мухаммад был наипрекраснейший и наилучший из всех пророков. Видение пророка Мухаммада, мир ему, во сне служит знамением о попадании в рай. Передал имам Аль-Бухари, что посланник сказал: «Кто увидит меня во сне, тот увидит меня наяву. Счастлив тот, кому Аллах даровал этот дар». Вассаляму алейкум ва рахматуллах.